Хорошие новости для таджиков. Это открывает новые возможности для наших сограждан. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного и важного. Иностранные граждане, трудившиеся в строительной отрасли России и депортированные за нарушение миграционного законодательства, должны получить возможность амнистии для возвращения в страну в рабочих целях. С таким предложением в четверг выступил президент Национального объединения строителей «Носстрой» Антон Глушков. Я думаю, что сейчас настало время проработать механизмы так называемой амнистии иностранной рабочей силы, которая была депортирована с России, потому что эта иностранная рабочая сила нам нужна. Она уже имеет опыт работы в России, имеет производственные навыки, сказал Глушков журналистам. По его словам, количество мигрантов, депортированных за нарушение миграционного законодательства, достаточно велико. Только на примере Таджикистана их около 500 000 человек, пояснил глава Носстрой. Он добавил, что хотя нарушения могут носить разный характер, большая их часть – административное производство, например, неуплата штрафов или нарушение режима пребывания на территории России. Как вы относитесь к такой возможности, что наши сограждане смогут, несмотря ни на что, вернуться на работу и зарабатывать деньги для своей семьи? Но с другой стороны, наверное, в России сейчас не очень хорошая обстановка по поводу рабочей силы, что они готовы пойти на это. Вы согласны? Ведь раньше они хотели только ужесточать и на большее количество времени запрещать въезд правонарушителям. Глушков также сообщил, что уже формируется судебная практика, когда иностранные граждане в судебном порядке обжалуют свою депортацию и получат право возвращения в Россию для применения своего труда. В 2022 году в России трудилось около 6,5 миллиона строителей, а в 2030 году с учетом целей развития стройотрасли их количество должно увеличиться до 8 миллионов, подчеркнул Глушков. При этом только 40% выпускников российских строительных учебных заведений остаются работать по профессии, отметил он. По данным ГУ МВД России по Московской области в 2022 году сотрудники МВД Подмосковья запретили въезд в Россию 28,5 тысячам иностранных граждан. МВД России сообщало, что по всей стране количество преступлений, совершенных иностранными гражданами за 11 месяцев прошлого года, выросло почти на 10% по сравнению с позапрошлым годом. Как следует из данных МВД России о состоянии преступности, данный показатель стал наибольшим за последние 5 лет. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, стоит ли таджикам возвращаться на работу в Россию? Или, возможно, в Таджикистане уже в ближайшем времени создадут все условия? И как теперь получается, много русских приехало, вравших от ситуации внутри страны, а таджики в большей степени уедут в Россию на заработки. Такая вот миграция населения по кругу. Как вы думаете, как в будущем будет развиваться вся эта ситуация? И как вы относитесь к увеличению количества русских в нашей стране? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!